Ребят, всем привет! Сегодня будет очередной обзор, не по формату. Сегодня буду тестировать самолет в качестве пассажира. Сегодня будет небольшой обзор самолета DQ400 от компании De Havilland Canada. В общем-то, расскажу сегодня касательно сервиса на борту, расскажу о месте, которое досталось. Перелет будет сегодня из Алматы в город Нур-Султан, он же Астана. Астана в переводе с казахского столица. То есть, в принципе, можно Нур-Султан называть столицей. Это не есть ошибка. Ну вот, ребят, сейчас вот сижу в накопителе, ожидаю свою очередь. Тут вот делают ремонт, можете посмотреть за моей спиной, довольно много народу. Кстати, сегодня снимаю на GoPro, приобрел новую экшн-камеру, взял медиакит. Надеюсь, звук будет хороший. Так что вот, оставайтесь с нами. Сейчас дождемся посадки. Я вам покажу салон, расскажу все подробности, которые я обнаружу. Так что сегодня у нас будут непутевые заметки. Ну вот, ребят, регистрация закончилась. Посадка, в принципе, тоже. Сейчас сажусь на рейс и, по идее, вылетаем. Будут кое-какие факты о авиакомпании, о бортах. Ну и в целом расскажу о аэрогономике судна, как оно внутри с точки зрения пассажира. Ну вот, ребята, привет. Все окей? Счастливого пути. Ну вот, ребята, в общем, грузимся в самолет. Вот он, De Havilland Canada, DQ400 стоит. Двигатели Praebis Whitley. Каждый имеет по 5 лошадиных сил, по 5000 лошадиных сил. Такая прекрасная погода. Вот, наконец, погрузились кое-как. Оба! Здравствуйте. Ну вот, ребята, в общем, мы погрузились. Мы сейчас на борту находимся самолета De Havilland Canada DQ400. Готовимся к взлету. Сейчас загружают багаж. Сидим пока, ожидаем загрузки багажа, предполетные подготовки. Идут, кстати, у меня есть серия, когда я летел в кабине на этом борту. Так что здесь вот ссылочку где-нибудь оставлю, можете посмотреть. Несколько фактов о авиакомпании Kazakh Air. Kazakh Air была основана в 2015 году, начала свою деятельность 1 апреля. Kazakh Air принадлежит к фонду народного благосостояния Самрук-Казана и была основана для межрегиональных рейсов, для того, чтобы сделать сообщения среди Казахстана и городов-миллионников соседних государств. Полет составит где-то в районе 2 часов до города Астана, как сказать, потому что это среднемагистральный турбовинтовой самолет. У него эшелон буквально 7000 метров над уровнем моря. Вот, когда реактивные самолеты идут на эшелоне где-то в районе 10-11 тысяч метров над уровнем моря. Соответственно, чем выше, тем воздух разряженнее и скорость можно добиваться больших показателей. На высоте 7000 метров воздух более плотный, который необходим для отталкивания лопастями, так сказать, от этого воздуха и разгона воздушного судна. Так что все обусловлено физикой. Физику никто не отменял. По салону, могу сказать, что здесь очень удобная компоновка. В принципе, я мужчина не крупный, 172-75 у меня рост, вес. Так что я здесь спокойно перемещаюсь. В принципе, нареканий нету. Салон очень чистый, что очень радует. Светлый. И все довольно уютно сделано. Инструкции безопасности на борту. Готовимся к взлету, прогреваем двигатели. Да. Ремни затянуты. Все инструкции были выполнены. Абсолютно. Ремни затянуты. Шторка поднята. Спинка в вертикальном положении. Все окей. К взлету готовы. Вот. Взлетели. Вот испытываем небольшие перегрузки. Если учитывать физику, то наш вес сейчас увеличился прямо пропорционально скорости взлета. Кто весил 70 килограмм, сейчас весит под 100. Поэтому это называется перегрузки.
идем над Алматой по направлению северо-запад. Продолжаем набирать высоту. Мы, по идее, должны добрать 7000 метров над уровнем моря. Наш эшелон равняется 7 километрам над уровнем моря. Мы идем над облаками. Сейчас будет небольшая турбулентность, потому что в Алмате сегодня пасмурно. Такой грозовой фронт над городом висел. Было штормовое предупреждение. Вот, поэтому, скорее всего, нас маленько потрясет. Но как мы пробьем этот слой, я уверен, все будет хорошо. Все будет мягенько и аккуратненько. Так что ждем выхода на эшелон. Здравствуйте, да, можно мне чай? Молоко, черный, с лимоном. Нет, просто чай. Да. Видите, какое прекрасное обслуживание на борту компании Казак Air. Такие красивые стюардессы. Просто богини. Да, спасибо большое. Ну вот, ребята, мы взлетели, набрали высоту, угостили прекрасным чаем на высоте 7000 метров над уровнем моря. Что я могу сказать? Борт оборудован прекрасным салоном, удобные кресла. Места для ног вполне хватает. Персонал авиакомпании очень культурный, очень отзывчивый, очень вежливый. Салон такой, видите, светлый весь, такой прям яркий. Находиться в нем очень приятно. Нет никаких запахов неприятных, что для меня это является очень большим показателем. Что я могу еще отметить? Невысокую стоимость перевозки. Это, по сути, основной момент, который позволяет выбрать авиаперевозчика, потому что экономика должна быть экономной. Я думаю, с этим спорить никто не будет. А данные самолеты позволяют предоставить на рынке Казахстана относительно конкурентную стоимость с другими авиакомпаниями. Поэтому я выбираю компанию Казак Air. Я часто летаю, и для меня одним из приоритетов является программа лояльности. Например, здесь есть программа лояльности IQ Bonus. Я имею в виду в компании Казак Air. Я уже накопил более 5000 баллов и купил себе билет в одну сторону. Считаю, в принципе, это интересным моментом, так что вот, ребята, кто будет выбирать себе авиаперелеты, обратите внимание на этот момент. Ссылку я оставлю в описании на инстаграм компании и на официальный сайт компании. Я думаю, надо поддержать нашего отечественного авиаперевозчика, который старается для народа. Я считаю, это мы сделаем благое дело, потому что, сами понимаете, это народная компания, тут никакие толстосумы особо не летают. Вот. Так что имейте это в виду при выборе авиакомпании. Ну что ж, поехали дальше. Друзья, здесь вы можете наблюдать вид из иллюминатора пассажирского места. Мы снижаемся постепенно, заходим на посадку и параллельно наслаждаемся видами большого красивого города Астана, как его софиты переливаются разными красками и радуют глаз. Я надеюсь, это видео вам принесло хоть чуточку информации, оно было смотрибельным, насладились этим прекрасным полетом вместе со мной. Желаю вам хорошего вечера, дня, доброго утра, в зависимости от того, когда вы это видео смотрите. Ну все, давайте послушаем медитативную музыку и посмотрим на этот умиротворяющий вид. С тучки на тучку, шили шаг, они уже. Я шагаю по облакам, как по весенним лужам. С тучки на тучку, шили шаг, их уже тысячи сзади, а впереди архипелаг, не перепрыгаешь за день. Что С тучки это? на тучку, шили шаг, очень легко и весело. Самое главное не потерять сказку и равновесие. Класс. С тучки на тучку облака весь горизонт заполнили, а впереди Класс. там пробит бал, гром с молодою молнией. Если б не гром, ливень молчал, ливню какое дело. Гром расстегнул ливню колчан, там дождевые стрелы. С тучки на тучку, ближе к земле, мне бы убраться по-мирному
общем, добрались. Полет прошел отлично, без ЧП, без происшествий. Все себя вели адекватно. Авиакомпания была на высоте. Я очень рад, что выбрал именно эту авиакомпанию и всем рекомендую. Сейчас заберу свой багаж и дальше в путь. Вот, ребят, добрались мы до Астаны, до столицы. Сейчас жду багаж. Этот борт дальше полетит в город Свердловск, нынче Екатеринбург. Вот, сейчас дождусь багаж и поеду отдыхать. Завтра на работу. Багаж в целости и сохранности. Все окей. В общем, потихоньку выбираюсь. Вот такое вот, в принципе, рядовое путешествие. Но по большому счету, вообще, да, если вдумался в масштабах человечества, насколько прогресс велик. Этот путь с Алматы до Астаны я проделал за 2 дня на мотоцикле. Средняя скорость у меня была, ну, наверное, километров 8 сейчас. Учитывая, что дорога строилась и строится, и еще будет строиться, еще не скоро, видимо. Тем не менее, это тоже большой показатель. Преодолев это расстояние всего за 2 часа, ну, грубо говоря, плюс-минус там, с ожиданием багажа и с прочими делами. Так что наш мир стал ближе, наши люди стали ближе друг к другу, что с одной стороны хорошо, а с другой стороны, но решать вам. Так что вот такой сегодня видеовлог получился. Надеюсь, вам понравится. Да, хотел сказать, что это опять же не стандарт, это не мото-контент, но тем не менее кому-то будет полезным. Заодно протестирую камеру, как она пишет звук и видеоизображение. Кстати, обзор на эту камеру и на медиамодуль я сделаю чуть позже. Сделаю прям суровые тесты. Постараюсь сделать такие тесты, которые никто не делал на просторах YouTube. В общем, я подумаю, на этой неделе, скорее всего, все выпущу. Так что оставайтесь с нами, как я и говорю, обычно будет интересно. Ну, я надеюсь, что будет интересно. Ну все, счастливо.